Парк высоких технологий – это особая зона для разработчиков программного обеспечения, создаваемая с целью развития отрасли информационных технологий. Создание высокотехнологических, в основном экспортно-ориентированных продуктов. Экспорт – это всегда хорошо. Импорт не всегда хорошо. Развитие, разработки и внедрения информационных технологий и программного обеспечения. Привлечение инвестиций, поддержка существующих и создаваемых IT-компаний. Следующее. На сегодняшний день мы на нашем рынке имеем где-то 20, 30, 40, 50 команд разработчиков. Почему я так расплывчато говорю? Потому что программистов не видит никто. Ни таможня, ни налоговая, ни бандиты. Они могут кочевать с квартиры на квартиру, их трудно поймать. Вся деятельность их ведется через интернет, и получают они деньги мелкими частями в частных банках. Поэтому тяжело найти и выявить. Но они все приличные граждане. Они зарабатывают деньги за рубежом, ходят в кинотеатры, тусуются, покупают воду. То есть все деньги остаются здесь, в Кыргызстане. Катаются на лыжах, рафте и так далее, и так далее. В отличие от других компаний, монопольных, которые через офшоры угоняют деньги наши туда за рубеж. Это примерно 200-500 человек. На сегодняшний день мы примерно так посчитали. Средняя зарплата от $300 до $1500 в месяц. Оборот отрасли в 2009 году по нашим скромным подсчетам составил $10 миллионов. Но это мало. Оно может быть намного больше. Ну и география, соответственно, это Россия, страны СНГ, Европа, США и Япония. Следующее. Задача парка. Устранение барьеров, налоги, кадры, инфраструктура. Ну, если не платим и так налоги. Что устранять, да, подумайте вы? Просто программисты честный народ, он хочет платить какую-то маленькую долю, но получать и открыто, пенсионный фонд и так далее, получать эти деньги открыто на свой банковский счет и чувствовать себя реальным гражданином своей страны. Ну и выход из ними, соответственно, привлечение инвестиций. Ну, что это значит? Когда эта компания открыта, она более интересна становится за рубежом для инвестиций, для IPO и так далее, и так далее. Ну и, соответственно, укрепляет и создает имидж Кыргызской республики. Имидж не там какой-то отсталой там, такой страны. Наши программисты работают со всем миром и разговаривают на равных. И не просят деньги, а зарабатывают деньги. И, соответственно, и наука, образование, кластерное развитие мы подразумеваем. Нам нужны срочно программисты. Наши соседи по офисам, швейники, им нужно швейников много. Такой парадокс. Вроде бы как бы и безработные есть, и работодатели сейчас ищут, днем с огнем не могут найти. Поэтому мы решили. Школа, выявляем в школе, двигаем в университет и забираем себе в компанию. То есть классно. Мы понимаем, что образование все наши не сменит. Но мы будем идти точно. IT-лаборатории, инкубаторы, стартапы там, и так далее, инвестиции венчурные, то есть тут такие вещи. Ну, это, соответственно, сподвижник рост занятости, рост внутреннего потребления и поступление в бюджет. То есть, работая открыто, мы можем привлечь и заработать больше, чем сейчас работаем закрыто. Дальше. Ну, вот яркий опыт, это опыт Индии. Предприятие 100% освобождено от налогов на прибыль в течение 5 лет. Последующие 5 лет получает 30% в год. В 2009 году Индия сгенерировала $50 миллиардов США. Всего лишь в 2003 году 12 миллиардов. Вы скажете, ну, конечно, Индия, миллиард населения. Израиль не чуть больше, чем наша страна. Генерирует $20 миллиардов в IT. А Беларусь, они как только создали парк высоких технологий, они сгенерировали, был у них тоже стартап такой, с 10 миллионов, за 3-4 года у них уже стало 200 миллионов.
Дальше. Ну что препятствует росту? Ну проблема отсутствия налогов прецеденции. Нам ничего не надо. Ни зданий, ни инфраструктуры, вот, ни денег, ни инвестиций. Мы все это сами привлечем. От государства нам ничего не надо. Единственное, что мы просим, это преференции. Просто открытые, прозрачные преференции. Мы готовы платить налоги. Мы готовы все делать. Мы просим только поддержки дальше. Ну и взаимодействие государства по ВТ, это, соответственно, от государства преференции год особый режим, а у ПВТ переход на инновации, развитие, бренд, продвижение, программист это круто, IT-лаборатории, стартапы и прочее, прочее, прочее. Ну, управление мы подразумевали, что это будет наблюдательный совет, администрация парка. В общем, идея такая, чтобы это все было прозрачно. Во всем должен быть всегда исполнитель и должен наблюдатель быть. Вот. И международные отношения, то есть общество должно видеть. И бюджет видеть, и все движения. Ну, резидент парка это обязательно юридическое лицо, занимается исключительно разработкой ПО или там другой IT-деятельностью, да, которая идет на аутсорсинг, на внутренний рынок. Ведь знаете, самая проблема в том, что не налоги. Там НДС, еще какие-то, да, там, для внутреннего рынка. Да, хорошо, их надо платить, все понятно. Самая проблема в том, что люди – главный ресурс. Именно люди – наши фабрики и заводы. И поэтому зарплата – это не пассив. Зарплата – наш актив. И когда мы платим зарплату, и зарплаты платим все 27%, около 30% налогов, для нас это существенно. Потому что проекты, которые мы делаем, иногда по людям, по людским зарплатам составляют примерно 70-80% бюджета проекта. Дальше. Ну еще я забыл сказать, что парк не подразумевает с собой там какую-то зону, где все собрались и все работают. Экстерриториальность. Это что значит? Человек может сидеть где угодно, делать что угодно, но он получает типа такого сертификата, что он резидент парка, да? И, соответственно, может работать. Дальше. Ну, мы так полагаем, что с нашими стартовыми возможностями, ну и налоги, соответственно, это где-то, если сейчас мы получаем 0%, $0 от программистов, то к 2030 году мы будем получать 280 миллионов долларов с ПВТ ежегодно. То есть это говорит о том, что если у нас ПВТ не будет, и сейчас 0, и в 2020 году 0 будет получать бюджет, и в 2030 году 0. А так есть шанс и бюджету тоже заработать денег. Но это помимо еще косвенных расходов, там, кино, жвачка там, и так далее, сыкуль, лыжи. Там. Кто-то подсказал мне сауну, говорит. Ну, страховые взносы то же самое. То есть или 0, или 500 тысяч долларов к 30 году. Что мы просим? Какие преференции? Ну, налог с продажи как? Налог на добро. Ну, если это экспорт на внутренний. Отчисление резидентов администрации парка это 5% по доходу налога на 15 лет. Ну и самое главное, отчисление сотрудников резидентов парка это 17% от средней зарплаты. Вот сегодня средняя зарплата 6-5 тысяч долларов. Вот от нее мы готовы платить все налоги. Но те, которые $1500 мы получаем, мы получим на руку. Заплатим средней зарплаты. И все. Дальше. Какая господдержка нам нужна? Ну, специальный правовой налоговый режим для ПВТ. Мы уже законопроекты подготовили, 2 года их уже готовили. Эксперты разные дали хорошую оценку нашим проектам. Все готово. Осталось вот Джоур Кинеш появился. Сейчас мы будем работать. Что получит государство? Налоги, финансовые потоки, рабочие места, инфраструктура, имидж. Самое главное, имидж. Развитие экономики, индустриальное развитие, инновации. Инновации крылья кыргызов. Именно инновации сделали Кыргызы свободными. Именно интернет сделал первую революцию, вторую революцию. Дальше. Все? Так. Ну и в заключение я хотел вот что сказать.
Сегодня вот этот большой форум мы делали для вас. Мы, как и один из организаторов нашей ассоциации, я хотел бы сказать, что парк высоких технологий нужен не для красивого словца. У нас говорят: ой, Кыргыз, у вас нету моря, выхода в море, у вас нету нефти и газа, как вы будете развиваться? Вот сидите себе и жалуетесь, да? Нету моря, но есть океан. Интернет стал нашим океаном возможностей. Нету нефти и газа, у нас есть уникальные люди, уникальная страна и уникальные технологии. Спасибо большое. Я хотел бы представить нашего третьего гостя. Это легендарный Валерий Петрович Живоглядов, первый айтишник в нашей стране, академик Живоглядов по информационным технологиям. Наш учитель, сенсей, прошу. Вот сейчас все настроены оптимистично, но я должен вспомнить немножко историю. Это третья попытка принять закон о технопарке в Кыргызстане. Дай Бог, чтобы она была удачная. Примерно 5 лет назад я участвовал в совещании в правительстве. Там был разработан проект закона о технопарке. Все шло и споткнулось на очень простом камне. Оказывается, международные организации типа Всемирный банк, Международный валютный фонд, они запрещали вводить льготы по налогам. И все. Но, кажется, сейчас сроки запрета кончились. Это вот так первое. Теперь второе. Я думаю, что давно мы об этом говорили, что будущее у Кыргызстана, вот, приоритет должен быть связан с информационными технологиями. К сожалению, у нас готовятся кадры, и они уезжают. Готовятся и уезжают, готовятся и уезжают. И, к счастью, появляются все-таки энтузиасты, вот типа нашей ассоциации, вот это Карпом, которые позволяют консолидировать такой технический, научно-технический потенциал здесь у нас в республике. В прошлом году по инициативе этой ассоциации была создана на территории Славянского университета первая IT-лаборатория, идея которой заключалась в следующем. Помочь молодежи, выпускникам ИВТ-специальности быстро адаптироваться для работы в коммерческих организациях. Студенты восприняли это не сразу, потому что приходилось их как-то убеждать, но постепенно они поняли, что это выгодно. И один даже очень с гордостью сказал, что я узнал во время, за 1 месяц общения с представителями фирм, узнал то, чего я, может быть, не мог узнать в течение года в университете. Потому что это разные вещи совершенно. Еще одно замечание насчет резервов. Вот здесь приводилось, что у нас объем 10 миллионов долларов и примерно то ли 200, то ли 500 программистов работает и производит такой продукт. Сегодня на секции электронного правительства я кратко привел информацию о исследованиях, которые были проведены Американским институтом Software Engineering Institute по анализу и созданию моделей зрелости разработчиков программного обеспечения. Так вот, там они приводили такой пример, что средний проект, примерно $1 миллион проект, может выполнить команда в объеме 5 человек, если она находится на 3-м уровне зрелости, за 15 месяцев. То есть это примерно $150 тысяч на одного программиста. У нас 20 тысяч. То есть у нас резервы есть. Это, значит, уровень зрелости за счет организации, за счет управления проектами можно существенно поднять вот этот объем. Ну и, наконец, может, не очень обращать. Если мы хотим все это легализовать, значит, мы должны бороться с нелегальным, пиратским программным обеспечением. То есть надо, чтобы эти права доставались с помощью легального. Возможно, с использованием open source.